Аналоговое вещание в Якутии прекратят летом. В Мининновации рассказали о планах работы на этот год. Недополученные бюджетом деньги и отсутствие безопасности. Самые распространенные нарушения в сфере легковых такси – отсутствие разрешения на перевозку пассажиров. Полнолуние в момент максимального приближения Луны к Земле. Энтузиасты по всему миру накануне наблюдали затмение во время суперлуния. В эфире новости, в студии Павел Танин. Здравствуйте. В 2019 году на всей территории Якутии будет полностью запущен единый номер вызова экстренных служб 112. На данный момент базовая инфраструктура системы полностью готова в Якутске. Об этом в ходе отчета о Министерстве инноваций Республики сообщил министр Анатолий Семенов. Что касается полного перехода на цифровое телевидение, то в Якутии отключение аналогового телевизионного вещания запланировано 3 июня этого года. В зоне охвата цифрового телевидения находится более 390 населенных пунктов. Также планируется расширение сети ВОЛС и 4G. Построили рекордное количество оптоволоконных линий. 2000 километров мы построили. Вы знаете, что буквально недавно мы запустили Вилюйский экспресс. То есть подключили всю Вилюйскую группу УЛСов. Это Сунтарский, Нюрбинский, Вишневильский, Вилюйский УЛС. Также мы подключили Кобяйский УЛС, поселок Сангар. И в этом году мы должны закольцевать через Кобяй, Козылсыр и Вилюйский. То есть сделать кольцо. Все образовательные учреждения республики приступили к реализации национальных проектов страны и региона в сфере образования. Об этом сегодня сообщил министр образования республики Владимир Егоров на итоговом январском совещании работников образования. В этом году работа продолжится. Как отмечают участники совещания, во многих учреждениях образования созданы дорожные карты по реализации проектов. Вместе с тем, представители районов отмечают, что в некоторых населенных пунктах стоит проблема нехватки кадров, а вот проблема с очередностью в детские сады и перехода на односменное обучение уже решаются. Завтра участники январского совещания будут работать по вопросам реализации национальных проектов региона и страны в целом. Мероприятие пройдет в здании Дворца детского творчества. У нас вот просто счастье, наверное, одно из достижений. Мы перешли все на первую смену. У нас все школы обучаются в первую смену. Сегодня необходимо думать о кадровом потенциале школ, потому как студенты вузов, которые заканчивают вузы, не всегда приходят в школу, молодых специалистов недостаточно. Также в этом году нам необходимо рассмотреть национальные проекты. У нас уже есть предложение главы, мы с главой обсуждали, разработать гранты главы района на присуждение премии каким-то школам именно по направлению национального образовательного проекта. Вот эти задачи будем решать. Больше 1500 заявлений поступило от родителей будущих первоклассников в Якутске. При этом больше 1000 за первый час электронной записи. Лидером по количеству заявлений от родителей остается школа номер 17. Также заявления принимали в 11 других столичных школах, а 26 января начнется прием заявлений в первые классы остальных 32 учреждений среднего образования Якутска. Заявление можно подать дистанционно через портал образовательных услуг, либо подойти в МФЦ. Родители, не подавшие заявление в электронном виде, могут лично обратиться в учебные заведения с заявлениями о приеме в первый класс с 1 февраля. В Нерюнгринский отдел службы спасения Якутии обратилась женщина с просьбой о помощи в поиске супруга. Якутянка сообщила, что 19 января мужчина с двумя друзьями уехали на рыбалку. 20 января он вышел на связь и сказал, что машина застряла в наледи. Они пытаются выбраться своими силами, после этого связь оборвалась. Оперативная группа спасателей выехала на поиски пострадавших. Машину обнаружили в наледи у устья реки Самокит, посередине реки Чульман. Когда транспорт вытащили, выяснилось, что автомобиль рыбаков технически неисправен. Спасатели взяли машину на буксир, затем сопроводили людей до города. И несмотря на то, что рыбаки промокли, а их одежда обледенела, мужчины от госпитализации и медицинской помощи отказались. Самые распространенные нарушения в сфере легкового такси – отсутствие разрешения на перевозку пассажиров и невыдача кассового чека или бланка строгой отчетности при расчете за поездку. Помимо недополученных бюджетом доходов, есть у этой проблемы другая сторона – безопасность пассажиров. В проблеме разбирались наши корреспонденты. В Южной Якутии проходят регулярные рейды по выявлению нелегально работающих легковых такси. В данное время лицензию на территории города Нерюнгри имеют 70 индивидуальных предпринимателей такси. За 2018 год проверено более 100 легковых автомобилей совместно с сотрудниками ГИБДД и линейного отдела полиции, а также составлено и возбуждено 39 административных правонарушений.
по статье 14.1 КоАП РФ. Через так называемые компании-агрегаторы делается до 90% заказов легковых такси через приложение. К нам приезжает машина неизвестного статуса. Легально она работает или нет, неизвестно. В случае ДТП водитель или собственник автомобиля сможет получить компенсацию по ОСАГО или закону, а пассажир такси – нет. В лицензированных же компаниях все строго. Водители принимают на работу, оформляют аренду автомобиля и разрешения, проводят предрейсовый осмотр автомобиля и водителя. Конечно, должна быть лицензия, должен быть контроль. Вот. И принимают, видимо, неважно, какой стаж у этого водителя. Больше всего возмущает меня, допустим, когда я с девушками, неважно, какой у нее там стаж, но одной рукой ведут машину, вторая у них телефон или вообще непонятно где. Да, контроль должен быть четкий за этим, потому что это связано с жизнью. Сегодня в Госдуму внесен проект, устраняющий проблемные вопросы, возникшие в правоприменительной практике. Вводятся требования к агрегаторам, устанавливаются особенности осуществления их деятельности, в том числе запрет передачи заявок лицам, не имеющим разрешения на деятельность такси. За нарушение требований будут полагаться немалые штрафы. В связи с чем хотелось бы призвать водителей такси, таксомоторных служб не нарушать законодательство, легализовать деятельность и получить лицензию на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. По мнению экспертов, бороться с нелегалами нужно, ужесточив законодательство и чаще проводить рейды. Не только совместно с ГИБДД и Госавтонадзором, но и с налоговой службой, с участием представителей зарегистрированных компаний такси. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Ежегодно конкурс осмотра песни из строя собирают более 40 тысяч столичных школьников. Основная задача мероприятия – патриотическое воспитание молодого поколения. Сегодня в Саха-гимназии обсудили правила организации, проведения и судейства конкурса. В семинаре практикуме приняли участие учителя ОБЖ, физической культуры, а также военные. Курсанты кадетской школы показали образцовую маршировку строевым шагом. Участники обсудили ошибки, допускаемые юноармейцами при выполнении строевых элементов, форму одежды для конкурсов и многое другое. Напомню, что в Якутске конкурс смотра песни из строя пройдет 22 февраля. В нем примут участие старшие классы городских школ. Для детей, для школьников надевание формы одежды подтягивает. Это очень нужно и важно, считаю. Конкурс очень большой. И все школы готовы. Но бывает разное. Например, в пригородах там более-менее слабее, но все равно идут, готовятся. Это детям очень интересно. Учителя интересованные из школы. В ночь на понедельник энтузиасты по всему миру наблюдали относительно редкое явление – затмение во время суперлуния. Это момент совпадания полнолуния и максимального приближения Луны к Земле. Татьяна Гамозова расскажет подробнее. Лунное затмение, совпавшее с суперлунием, заставило энтузиастов в Лос-Анджелесе провести вечер воскресенья на холмах Голливуда, где находится обсерватория Гриффита. На западном побережье США это относительно редкое астрономическое явление началось после 21 часа. Желающие увидеть его крупным планом могли воспользоваться телескопами. Кроме того, собравшиеся слушали объяснения профессиональных астрономов. Сегодня мы увидим суперлуну. Это значит, что в полнолуние она подошла близко к Земле. Это также волчья луна, полнолуние в январе, и кровавая луна, поскольку это еще и полное затмение. Некоторые называют это явление суперволчье кровавое лунное затмение. Всего у обсерватории собрались больше 1500 человек. Хорошо разглядеть красно-бурый оттенок Луны удалось жителям Чили. Такой цвет спутник приобретает из-за того, что лучи Солнца падают на его поверхность, пройдя через земную атмосферу. Наблюдателям в горной обсерватории в окрестностях Сантьяго повезло. Облака рассеялись как раз перед началом затмения. А вот в Гаване пасмурная погода все же подпортила зрелище. Группа любителей, собравшаяся на набережной, успела увидеть лишь часть затмения. После полуночи Луна скрылась за тучами. Наблюдать за прохождением земной тени по диску Луны можно было и в Иерусалиме. В этом регионе затмение было лишь частичным. Зато небо над старым городом оказалось совершенно безоблачным, а явление прекрасно различимым. На территории же России наблюдать лунное затмение целиком могли главным образом жители северных районов страны.
Жители городка Уитлси и многочисленные приезжие стали свидетелями традиционного шествия соломенных медведей. Зимний праздник сопровождается песнями, плясками и колядками. Середина января – время отдыха пахарей после сбора урожая и начала весенних работ в поле. Обычай угас было в конце 19 века, но энтузиасты возродили его в 1980-м, рассказывает Сергей Берец. На 3 дня в январе городок Уитлси в английском графстве Кембриджшир превращается в фестивальную площадку. Сотни людей собираются посмотреть на шествие ряженых, известных как соломенные медведи. Обычай, как полагают некоторые знатоки фольклора, пришел на Британские острова из Германии. Другие считают его местной языческой традицией, связанной с зимним отдыхом крестьян, колядками и весельем. Кульминация приходится на пахотный понедельник, первый после крещения или 12-й ночи. Документальное свидетельство о празднике соломенного медведя датировано 1882 годом. Местная газета опубликовала заметку о том, как пахарь водил соломенного медведя по улицам. Парочка развлекала в обмен на угощение публику, накануне причастившуюся мясом, пивом и табаком. Костюм ряженого хоть и стал удобнее, если верить сайту праздника, но обзор все же ограничен, говорит один из участников. Шествие фантастическое. Насколько я могу судить, а видел только мостовую, и толпа, и атмосфера великолепны. В 1909 году ретивый полицейский инспектор запретил забаву, поскольку счел ее разновидностью нищенства. Возрождение пришлось на 1980 год. С тех пор соломенные медведи вновь стали достопримечательностью Уитлси, говорит организатор праздника Дуглас Келл. Мы стараемся беречь британские традиции, особенно в нашем болотистом крае. Люди теряют связь со стариной, но, по-моему, они с удовольствием приезжают, чтобы посмотреть, как было многие годы назад. Танцоры исполняют народные пляски – Молли, Моррис, деревянных башмаков и мечей. Моррис, например, напоминает о битвах крестоносцев с маврами или морисками. Программа фестиваля включает выступления музыкантов и балаганных актеров. Финал – сожжение соломенных медведей, которое символизирует будущий урожай и повторение праздника. К этой минуте у меня все новости. Оставайтесь с нами.